Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Праздник на высоте. КУМАП – это не просто градообразующее предприятие, это гордость Башкортостана. И это гордость России. Глава Башкортостана поздравил жителей Кумертау с Днем города и посетил промышленные объекты. Мы получили помощь от Башкирии, 2 займа, больше миллиарда. Сейчас это оборудование уже все поступило, запущено. Соглашения и меморандумы об инвестиционных намерениях на сумму более 60 миллиардов рублей. По поддержке бизнеса позволяют Республике Башкортостан сегодня демонстрировать одни из лучших показателей социально-экономического развития. В Сибае прошел 8-й Всероссийский инвестиционный сабантуй Зауралья, участниками которого также стали ветераны СВО. Поддержка участников специальной военной операции стала основной темой прошедшего Всероссийского инвестиционного сабантуя. Первый раз в первый класс. Как красиво. Крутись. Наши корреспонденты узнали, как собрать ребенка к школе и во сколько это обойдется. Нам нужно приобрести 2 набора формы, канцелярию, рюкзак. На защите мирного неба. Свой профессиональный праздник отметили военнослужащие воздушно-космических сил. Профессия военного летчика, она дает возможность расширить это до 3 плоскостей, пространство. Это, наверное, то, что я даже о чем и не мечтал. Его история началась с добычи бурого угля для нужд страны. Сегодня он славится на весь мир своими вертолетами. В Кумертау прошли торжественные мероприятия в честь Дня города и Дня воздушного флота России. Поздравить кумертауцев приехал и глава республики. В ходе рабочей поездки в самый молодой город Башкортостана Ради Хабиров также посетил промышленные и социальные объекты. Подробности в репортаже Руслана Батаргариева. В небе над Кумертау поисково-спасательный вертолет К-27. Это лишь одна из моделей винтокрылых машин, выпускаемых в Башкортостане. За показательным полетом наблюдают горожане. Они собрались в контактном парке авиационной техники вертолет имени Бориса Малышева, чтобы отметить свой профессиональный праздник. На этом предприятии работаю уже 26 лет. Горжусь тем, что наши изделия эксплуатируются по всему миру и летает, радует наши глаза и наши руки. Поздравить заводчан с Днем воздушного флота России приехал глава республики Ради Хабиров, ознакомился с производственными мощностями градообразующего предприятия, а во время торжественного мероприятия вручил лучшим сотрудникам КУМАП государственные награды. КУМАП – это не просто градообразующее предприятие, это гордость Башкортостана и это гордость России. Уникальные изделия, которые здесь производятся, носят уникальный характер. Я хорошо помню разные периоды развития предприятия. Сейчас мы видим, КУМАП находится на очень хорошей фазе развития. Мне как-то ветераны, я помню, несколько лет назад задавали такой наказ, что ни в коем случае нельзя, чтобы предприятие стало без заказов. Сегодня мы с гордостью вам, дорогие ветераны, можем сказать, предприятие работает, у предприятия есть стратегия, у предприятия есть будущее. Если КУМАП существует с 1962 года, у «Элтиммаш» для Кумертау компания новая и стремительно развивающаяся. Это китайские роботы, мы их все закуплено, идет монтаж. Роботизированные покрасочные камеры с тем, как оснащается современным оборудованием производства, знакомят главу республики. Сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект по модернизации цехов. В реконструкцию бывшего машиностроительного завода «Искра» планируют вложить более 4,5 миллиардов рублей. Мы получили помощь от Башкирии по модернизации оборудования. Мы получили 2 займа, больше миллиарда. Сейчас это оборудование уже все поступило, запущено. Цель мы 3 года назад поставили увеличить в 5 раз производительность
Вот. Сейчас мы уже достигли примерно половины этой цели. Помощь в реализации инвестпроекта оказывает не только Башкортостан, но и Федеральный центр. В 2017 году Ойл-Теммаш получила статус территории опережающего социально-экономического развития. Компания пользуется льготными кредитами по линии Фонда развития промышленности. Что касается продукции, здесь производят мобильные установки подготовки нефти, газа и газового конденсата для исследований и освоения скважин. Вот эта искра вся разбитая была, проданная, распроданная. Пришел инвестор там несколько лет, и, пожалуйста, вот мы с вами в цехах были, стоит современное оборудование, заказы есть. В ходе своего рабочего визита в самый южный город республики Ради Хабиров встретился и с представителями институтов гражданского общества. В своем выступлении руководитель региона подчеркнул важность поддержки участников СВО. Также глава заверил, что все социальные обязательства будут выполнены, в том числе это касается строительства и ремонта образовательных учреждений. Кстати, в Кумертау Ради Хабиров посетил 6-ю школу, которую как раз в этом году капитально отремонтировали. Обновлены канализация, вентиляция, стены. И сейчас мы получили новое современное пространство, школьное пространство. Также в рамках капитального ремонта мы приобрели новое оборудование, современную материально-техническую базу обновили. И в будущем планируем уже открывать медицинские классы. И также наша школа славится кадетским движением. Учебное заведение отремонтировали по президентской программе модернизации школьных систем образования в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На эти цели направили 119 миллионов рублей. Помимо учебных классов, руководитель региона также осмотрел спортзал, столовую и медицинский кабинет. Территорию тоже сделали, да? Территорию? Да. Благоустроили? Водоотведение, сделали забор, спортплощадка тоже. В 1953-м указом Верховного Совета РСФСР Кумертау был наделен статусом города. В этом году он отмечает 73-ю годовщину со дня основания. Накануне прошли торжественные мероприятия, посвященные памятной дате. С Днем города кумертауцев поздравил и глава республики. Каждый год я вижу, как Кумертау становится шаг за шагом красивее, комфортнее для жизни людей. Работают предприятия, и мы будем делать все, чтобы с каждым годом Кумертау становился еще более удобным, красивым, чтобы здесь хотелось жить. Будущий город Кумертау возник как рабочий поселок в связи с началом освоения угольного месторождения. Теперь это уже история. Сегодня город живет не только памятью о прошлом, но и созидает ради успешного будущего, поднимая в небо вертолеты. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Иван Шабрин. Итоги недели. Кумертау. Точка притяжения для бизнеса и власти. В Сибае прошел 8-й Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». На протяжении 2 дней главная деловая площадка республики объединила представителей федеральных и региональных органов власти, инвесторов и предпринимателей, чтобы обсудить будущее экономики в новых условиях. Также на форуме была представлена комплексная программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО. С полей инвестсабантуя репортаж моего коллеги Азат Садреева. Успешные бизнесмены в деловых костюмах и начинающие предприниматели в военной форме. Бойцы и ветераны СВО стали не только почетными гостями, но и полноправными участниками инвестиционного форума. Кто-то из них делает первые шаги в бизнесе, а кто-то при поддержке республики уже открыл свое дело. Обратился к себе, в администрацию Баймакского района. Они выслушали и дали направление. Направление у меня мясное скотоводство. Поддержали, сделали бизнес-план. Получил я грант 4 миллиона 800. Из них 1 200 000 своих. На полях инвестсабантуя уже в первый день было подписано несколько деловых соглашений. Так, современный придорожный комплекс появится в Куштаренковском районе. Также в Башкортостане реализуют крупный инвестпроект в сфере потребительского рынка. Туризм тоже не остался без внимания. На реализацию 3 крупных проектов инвесторы выделят более 25 миллиардов рублей.
5 соглашений подписано, из них 3 соглашения о защите поощрения инвестиций. Это инвестор будет реализовывать 3 проекта в Салаватском районе. И мы подписали 2 соглашения о намерениях. 1 проект в Бурзянском районе, 2 проект в Чешминском районе. Поэтому в копилке министерства и республики 5 соглашений по линии туризма. Традиционные участники инвестсабантуя, бизнес-шерифы, институт которых был создан по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. Они, как никто другой, разбираются в развитии малого и среднего предпринимательства у себя на местах. В Сибае же делятся опытом и ищут новых деловых партнеров. На прошлом инвестсабантуе были хорошие знакомства, которые мы сегодня воплощаем в реальность. Делаем новый инвестиционный проект по развитию придорожного сервиса. Также в прошлом году было здесь подписано соглашение по развитию туризма в Баймакском районе. Предприниматель прошел через инвестчас главы Республики Башкортостан, получил земельный участок без торгов. Крупный бизнес тоже выбирает Сибай как эффективную деловую площадку. Компания «Полиметалл», генеральный партнер инвестсабантуя, выделяет миллиарды рублей в модернизацию местного ГОКа до современного перерабатывающего хаба, освоение новопетровского месторождения. Будут созданы сотни рабочих мест. Не забывает компания и о социальных обязательствах в рамках подписанных соглашений. Второй год у нас уже опыт. Первый год мы направляли свои средства для того, чтобы улучшить освещение улиц, сформировать более комфортную, надежную среду отдыха в непосредственной близости береговой зоны водохранилища. В этом году мы капитально ремонтируем спортивную школу, легендарную спортивную школу, которая была построена в 1969 году. Инвестиционный Сабантуй совпал с Днем города. Поздравить сибайцев с этим событием приехал глава Башкортостана. Перед началом официальной части Радий Хабиров вместе с почетными гостями возложил цветы к памятнику башкирским полкам, участникам Отечественной войны 1812 года. После на центральной площади Сибая глава Башкортостана принял участие в закладке символической плиты 8-го Всероссийского инвестсабантуя Зауралья. В своем выступлении на празднике Радий Хабиров выразил признательность жителям Сибая за трудолюбие и активную гражданскую позицию. Это непростое время. И в это непростое время вся наша страна, наш Башкортостан и вы, уважаемые сибайцы, вместе принимаем самые тяжелые вызовы и достойно проходим это время. Десятки тысяч жителей, сыновей Башкортостана сейчас воюют, защищают нашу страну. А мы здесь, все в Башкортостане, здесь, в Сибае, все объединились с главной задачей. Все для победы. Подарком для сибайцев стало присвоение столице башкирского Зауралья статуса всемирного ремесленного города, второго в республике после Уфы. Такое решение принято большинством голосов членов исполнительного комитета Всемирного центра ремесел. Я, как член Всемирного совета ремесел, в качестве жюри уже не в первый раз приезжаю сюда. И была очень рада наградить Сибай статусом всемирного ремесленного города. Это невероятная возможность для Сибая. Нужно проводить больше подобных мероприятий и встреч, потому что Сибаю для полноценного развития нужно показывать себя миру. На Всероссийском инвестиционном Сабантуе подвели итоги рейтинга внедрения муниципального инвестиционного стандарта. Введенный в 2019 году, изначально он задумывался как алгоритм действий бизнес-шерифов. Теперь, благодаря ему, в Башкортостане открыты сотни предприятий. Если говорить в цифрах, то, наверное, 25-й год, он действительно был для нас, для Благовещенского района, такой очень плодотворный. Это связано и с большим количеством инвестиций, связано с инвестиционными программами крупных предприятий. Ну и это бизнес, территория опережающего развития. То есть у нас территория опережающего развития, мы практически все показатели выполнили по резидентам ТОРа и по их показателям. Поэтому создано уже более 3000 рабочих мест и более 8 миллиардов инвестиций вложено. Генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева приняла участие в церемонии награждения муниципалитетов республики. В своем выступлении она отметила, что лидирующие позиции Башкортостана в рейтинге ОСИ – общая заслуга. Очень много, конечно, интересных практик, эффективных практик по сопровождению инвесторов, по работе с инвесторами, по поддержке бизнеса позволяют Республике Башкортостан сегодня демонстрировать одни из лучших показателей социально-экономического развития, быть лидерами
и по промышленному производству, и по объему привлеченных инвестиций. Это ваш общий результат и главы республики Ради Фаридович Хабиров, который, я знаю, сколько времени лично уделяет этой задаче и лично сам встречается с инвесторами, с бизнесом, проводя вот инвестиционный час. Основные соглашения были заключены в первый же день форума, но и во второй бизнес-партнерам было что обсудить. Переговоры велись как на площадках Инвест-Сабантуя, так и буквально на ходу. Всего же участниками деловой программы было подписано соглашений и меморандумов об инвестиционных намерениях на сумму более 60 миллиардов рублей. А в перерывах гости могли поближе познакомиться с историей и культурой Башкортостана. Районы Зауралья привезли в Сибай свои тематические юрты. Здесь же шел обмен опытом по поддержке и вовлечению в бизнес ветеранов специальной военной операции. Это стало ключевой темой пленарного заседания. Было отмечено, что в республике работают 37 центров поддержки участников СВО и их близких. До конца года такие объединения будут открыты в каждом муниципалитете. Если сейчас они нацелены на решение социальных вопросов, то в дальнейшем их функционал будет расширен в части поддержки бизнеса. Экономики Победы – это все. Это их настроение наших героев, это их будущее наших героев, это формирование благополучия их семей. И как это отражается в итоге, трансформируется в развитии экономики территории, муниципалитета, региона, страны. И, конечно, если они приходят нацелены на развитие страны, так как они уже герои, уже сделали огромный вклад в достижение победы, в защиту нашего суверенитета, то, конечно, они должны быть и успешными людьми во всех проявлениях. Обеспечить поддержку наших земляков, участвующих в специальной военной операции, и создать достойные условия для их возвращения домой – важнейшая задача республиканских властей. Бойцы должны быть уверены, их семьи находятся под защитой и получают необходимую поддержку, а вернувшись с победой, герои смогут реализовать себя в бизнесе. Поддержка участников специальной военной операции стала основной темой прошедшего Всероссийского инвестиционного Сабантуя. Республика за 3 года планирует направить порядка 6 миллиардов рублей на софинансирование бизнес-проектов действующих и демобилизованных военнослужащих, а также членов их семей. Это станет одним из 5 направлений, разработанной в Башкортостане программы «Бизнес дома. Своих не бросаем». Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Сибай. Разговор о важном. Глава Башкортостана встретился с директорами и главными редакторами государственных и независимых СМИ. Общение продлилось 2,5 часа. За это время Ради Хабиров ответил на десятки вопросов. Они касались самых острых тем. Стабилизация ситуации с поставками топлива, сроки ремонта Уфимского госцирка, модернизация существующих и открытие новых производств. За последние 7 лет отмечается рост инвестиций в экономику региона. Инвесторы идут. Все неплохо, хоть и очень непросто, отметил Ради Хабиров. Но даже в такой ситуации фиксируется рост промышленного производства, что в том числе позволит выполнить все социальные обязательства. Проектируются новые объекты, включая спортивные и инфраструктурные. Продолжается строительство медучреждений, детских садов и школ. Крупнейшие стройплощадки республики – Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ, математический лицей в Уфе. В ходе встречи руководители СМИ интересовались развитием туризма, поддержкой участников специальной военной операции и оценкой деятельности действующих депутатов Государственной Думы России. Также Ради Хабиров ответил, какие меры принимаются для защиты объектов топливно-энергетического комплекса республики и как удалось стабилизировать обстановку на заправочных станциях. Да, нам в какой-то степени удалось стабилизировать. Сказать о том, что мы прям вот счастливы и вернулись к каким-то довоенным временам, я не могу. Потому что мы ее действительно стабилизировали. Мы действительно... Уже таких очередей нет. Мы действительно, начали напитывать топливом частные заправки. Это была самая большая проблема, потому что при всем достаточно большой локации заправок Башнефти, их у нас чуть меньше даже половины. Да? Потом идут Газпромнефть и Лукойл, и потом Газпромнефть. Вот. И мы научились работать с этим, да.
люди научились работать. Самое главное, мне кажется, люди начали понимать и немножко успокаиваться. И там, вот видите, там 10, у него там 10 он литров проехал, у него еще 40 нет, он доедет, еще 10 наберет. Это тоже формируется. Тут людей нельзя за это ругать. Каждый переживает, как он доедет, там с красной лампочкой не доедет. Глава республики заявил, что республиканские власти не рассматривают продажу крупных активов Башспирта и Башкиравтодора в обозримом будущем, а также Уфимского аэропорта. Также власти сохранят региональные санатории, ведь они выполняют важную социальную функцию, в том числе по реабилитации бойцов СВО. При этом Ради Хабиров признал, что интерес к предприятиям со стороны инвесторов существует, но регион намерен сохранить контроль над ними. Подача той информации, Ради Фаридович как-то, вот знаете, не кривит душой, что называется, не пытается ее каким-то образом, может быть, там выравнивать или что, все как есть в реалиях, так он и описывает все ситуации, которые происходят у нас и в экономике, и в проведении специальной военной операции, поддержки различной. И поэтому вот это, конечно, очень сильно подкупает, когда все-таки с тобой ведут разговор на равных и говорят те вещи, которые реально происходят и в республике, и в стране. Первый раз первый класс в Башкортостане уже через 2 недели за партой сядут более 45 тысяч детей. В республике активно работают школьные ярмарки, и пока ребята с увлечением выбирают ранцы, яркие карандаши и тетради, родители задаются вопросом, как сэкономить и все успеть. Ведь будущим первоклассникам необходимо пройти еще и медкомиссию, сдать базовые анализы и посетить узких специалистов. Как в этом году проходит подготовка к 1 сентября, в репортаже Анны Морозовой. Как красиво! Крутись! В этом году предстоящая осень для Вики станет особенной. Уже 1 сентября девочка впервые сядет за парту. Если для будущих первоклашек подготовка к школе процесс захватывающий, то для родителей скорее утомительный и затратный. Нам нужно приобрести 2 набора формы, канцелярию, рюкзак, сумочку для сменной обуви. Думаю, с текущими ценами это выйдет не менее 20 тысяч рублей. Ассортимент на прилавках действительно большой. Цены на базовые рубашки начинаются от 1500 рублей. Юбки, сарафаны и платья обойдутся в 2000, а вот брюки на мальчиков в среднем в 2500. Одна из самых дорогих деталей – рюкзак. Стоимость анатомической модели стартует от 3000. Кроме того, при выборе важно учесть и предпочтения ребенка. Я хочу, чтобы там он прям весь блестел и был нарисован котик. Я хочу, чтобы он был среднего размера, но чтобы было очень сильно много карманов. Если с детьми еще можно договориться, то с подростками сделать это куда сложнее. Ведь у старшеклассников свои требования к моде. Вместо строгой классики они чаще предпочитают одежду в стиле оверсайз. И в таком образе нужно постараться совместить молодежные тренды и школьный дресс-код. 50-60% все равно берут именно школьную форму. Плюс добавок еще брюки, потому что у нас тоже есть и палацы, и кюлоты, если брюки, юбка, пиджак и, значит, форма с фартуками. Но это будет не меньше 15 тысяч. Стоит отметить, что многодетные семьи могут получить бесплатные канцелярские наборы и компенсацию за форму. Но покупки только часть предсентябрьской суматохи, особенно если дело касается первоклассников. Здесь важно еще учитывать аспект здоровья. Поэтому перед поступлением в школу будущие первоклассники проходят профилактический медицинский осмотр согласно нормативным документам. Это позволяет вовремя выявить заболевания или факторы риска, которые на данный момент никак себя не проявляют. За 20 дней, предписанных регламентом, будущим школьникам необходимо сдать анализы, а также сделать кардиограмму. Глава республики поручил муниципалитетам держать процесс на контроле. Смотрите, на что обратить внимание. 1 сентября, сейчас начинается осмотр детей. Посмотрите, чтобы везде на эту тему был порядок, потому что на этой неделе такие жалобы были. Я знаю, в Стерлитамаке были жалобы там, и, значит, муниципалитет принял быстрое решение. Но на это стоит обратить внимание. Также будущие школьники должны посетить педиатра, невролога, эндокринолога, хирурга и других специалистов. Как врач-офтальмолог я наблюдаю, что в наше последнее время очень много детей с плохим зрением, что связано с многим посещением компьютерных залов, сидением в гаджетах, в телефонах, смартфонах, неконтролируемых со стороны родителей. Желаю, чтобы они больше наблюдали за детьми, больше занимались.
Так как приходится, вот они, много детей приходят, и приходится им большинству выписывать очки либо контактные линзы. Результаты обследования особенно важны при решении вопроса о спортивной нагрузке. На их основе педагог определяет, кому показаны активные занятия, а кому лишь восстановительная гимнастика. Чтобы получить заключение, все медобследования необходимо завершить до 1 сентября. Но, как показывает практика, ответственные родители предпочитают не откладывать визиты в поликлинику. Анна Морозова, Ирина Кальянова, Камила Камильянова и Вахид Халимов. Итоги недели. В Уфе практически одновременно завершается целый ряд крупных дорожных проектов. На финишной прямой, например, реконструкция улицы Пугачева. К 1 сентября она, как обещают строители, будет готова для запуска движения автомобилей на полную мощность. Тогда же, как ожидается, откроют и улицу Октябрьской революции. Финал масштабной стройки близок и на улице Рабкоров, Зеленой Рощи и на округ Гали в рамках проекта «Восточного выезда». Детали в следующем сюжете. Работа на объекте кипит, делают тротуары, устанавливают бордюры, после чего на проезжую часть уложат 3-й слой асфальта. Улица Пугачева – одна из важнейших транспортных артерий Уфы. Она соединяет юго-восточный въезд в город со стороны Нагаевского шоссе с проспектом Салавата Юлаева у Монумента Дружбы. Реконструкция началась еще в 2022 году. Протяженность – 2,5 километра. Проект сложный, властям пришлось изымать почти 200 объектов недвижимости. С владельцами некоторых долго судились, но сейчас все позади. Работы было выполнено очень много. Переобустройство сетей было, газ, вода, электричество, если все это на счет считать, все самые трудности, снос, все были трудности там. Сейчас то, что дорожная одежда, не так долго делается собирать. На первом этапе реконструкции, чтобы проехать от Монумента Дружбы до моста через реку Уфу, водителям приходилось сделать объезд больше 3,5 километров. В конце 2025-го движение открыли по 2 полосам на участке от геофизиков до транспортной развязки. Путь по обновленному отрезку занимает всего 800 метров. По словам чиновников, основной створ улицы планируют завершить к 1 сентября, после чего останутся косметические штрихи. Благоустройство, левобоковой проезд, тротуары, дорожные знаки, разметки, все в полном объеме выполнить к Дню Республики. Как никто, завершение работ ждут водители. Это, конечно, вообще было плохо было. Сейчас гораздо лучше будет. Даже сейчас как лучше. Откроют 2, вообще будет, конечно, прекрасно. Реконструкция улицы Пугачева – часть масштабного проекта «Южные ворота Уфы». После полного запуска движения, как ожидают эксперты, поток станет менее загруженным. Ну а в перспективе, чтобы избавить водителей от возникающих пробок в районе Монумента Дружбы, там планируют построить 2 путепровода и сделать движение бессветофорным. Проект уже разработан и сейчас проходит госэкспертизу. К сентябрю, как ожидается, будет готова для движения и проезжая часть на улице Октябрьской революции. Ремонт этой дороги начали в 2023 году. Участок оказался перегружен коммуникациями, поэтому львиную долю времени заняла работа по их переустройству. Вся улица Октябрьской революции, она именно вся в инженерной коммуникации. И по факту даже посадить дерево здесь негде. Но несмотря на это, соответственно, проектом предусмотрена зеленая полоса, где, соответственно, в рамках акции «Зеленая Башкирия» возможно будет высадить именно кустарники. Одна из самых исторических улиц столицы по-настоящему удивила и богатством артефактов, которые здесь на раскопках нашли ученые. И пока археологи изучают керамику и монеты XVIII века, дорожники проверяют на качество асфальт, который здесь уложили на текущей неделе. Общая готовность объекта порядка 70%. При этом полностью завершить магистраль с учетом благоустройства прилегающей территории намерены в 2027 году. Складывается на ПГС, у нас идет сетка, геосетка для укрепления всего полотна, чтобы ничего не перемешивалось. Сейчас ЩПС стелит уже, все по ГОСТу делается у нас. К устройству дорожной одежды приступили и на Рабкоров. Улица превратилась в полноценную 4-полосную магистраль, которая свяжет Зеленую Рощу и юго-восток города. Объект долгострой, который начинали делать еще в 2021 году. Но сейчас, как сообщили в мэрии, готовятся к долгожданному запуску движения. Он пройдет в 2 этапа. С Пувыкина до Сеченева 30 августа мы запустить должны. 2 слоя асфальта пока, 3-й слой. Итоговый все вместе сделаем. А от Сеченева до этой Высотной где-то к октябрю, к концу октября мы планируем сделать всю дорогу.
Финальную точку в скором времени обещают поставить и на втором этапе восточного выезда. Сейчас дорожники активно прокладывают продолжение улицы Галли от Комсомольской к проспекту Салавата Юлаева в районе тоннеля. На данном участке трудится более 40 единиц техники, более 70 людей задействовано. На данном этапе готовность объекта составляет примерно 72%. На одном конце улицы строители перекладывают коммуникации, на другом мешает единственный оставшийся дом, который пока не удалось снести из-за судебных разбирательств. Как только вопрос решится, дорога пройдет дальше. Проект призван соединить две федеральные трассы М5 и М7 и разгрузить центр города. В целом, также улично-дорожная сеть в республике и в самом у нас в городе Уфа заметно развивается. То есть, если даже сравнивать улично-дорожную сеть 15 лет тому назад и состояние сегодняшнего дня, это колоссально как раз-таки изменилось в лучшую сторону. Осень будет по-настоящему богата на открытия, говорят столичные дорожники. Завершение одних объектов позволит переключиться на другие, не менее масштабные. На очереди, например, ремонт Затонского моста. По-прежнему в планах строительство новых переправ в районе Нижегородки и Кузнецовского затона, а также в створе улицы Интернациональной. Весь вопрос упирается в финансы, которые власти привлекают из федерального бюджета. Артур Шамсудинов, Азат Галиуллин и Вахид Калимов. Итоги недели. Уфа. Хлеборобы Башкортостана собрали порядка 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность 33 центнера с гектара. На сегодня убрана лишь треть всех площадей зерновых и зернобобовых культур. Цена при этом снизилась, и аграриям рекомендуют попридержать урожай, чтобы не уйти в минус. Между тем, на полях приходится ловить каждый погожий день. Собирать урожай помогают и студенческие отряды. Молодежь на равных с опытными мастерами обрабатывает поле за полем. Обо всем расскажет Эмиль Басареев. Я сейчас смазываю привод на выгружной шнек, а именно муфту цепи. Если же свежей смазки не будет, в целом она уже перегреется и закончится, то подшипники разлетятся. А это грозит долгим ремонтом, поэтому регулярная проверка всех узлов и механизмов – залог исправной работы техники. Как только обслуживание завершено, снова в путь. Студент аграрного университета Мирас Гизатуллин впервые сел за руль комбайна в прошлом году. В эту компанию уже уверенно управляет тяжелой сельхозтехникой. Успел поработать в Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. Теперь убирает поля родного края. Успел поработать на практически всей технике. Это на К-700, я дисковал поля. Также я успел поработать на опрыскивателе. Это Amazon Pantera. В целом я с детства очень сильно люблю технику. Всегда тянуло к этому и выбрал направление инженера. Десант студенческого отряда убирает поля озимой пшеницы сельхозпредприятия «Базы». С этого года студенты-аграрии проходят практику у партнера аграрного вуза МТК «РАЛ». Ребята получают полную зарплату, а также апробируют теоретические знания на практике. На сегодняшний день производственную базу предприятия осваивает более 25 бойцов профильных студенческих отрядов. Это свыше 20 механизаторов из ЛССО «Механизатор» и 4 агронома из ЛССО «Агроном». Это студенты третьего курса факультета механики и цифрового инжиниринга, а также факультета агротехнологий и лесного хозяйства. На данный момент хлеборобы Башкортостана собрали около 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая. При этом убрана лишь треть всех площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность 33 центнера с гектара. Показатели хорошие, но к торговле в Минсельхозе региона призывают подходить с умом. К сожалению, цена на зерновую группу у нас не устраивает, она некомфортна для аграриев, поэтому мы рекомендуем аграриям сегодня закладываться и на Новый год зайти с полными складами. При этом параллельно у нас будет уборка масличной культуры, у нас более 700 тысяч гектар, это где-то, наверное, явно будет больше 1 миллиона тонн масличной культуры. Это для продажи, особо потребности в республике масличной, это, конечно, все на продажу и для покрытия своих операционных затрат, процентов и так далее. Масличная культура расширили в этом году значительно площади масличных культур. Это подсолнечник более 17 тысяч, в этом году впервые такую площадь он занимает. Несколько лет мы уже занимаемся соей, в этом году тоже увеличили посевы, достаточно маржинальная культура. К
слову, общие мощности хранения зерна в республике превышают 4 миллиона тонн и позволяют разместить прогнозируемый урожай текущего года. Ежегодно Республика Башкортостан убирает около 3-5 миллионов тонн зерна. Это практически в 2 раза больше потребностей Республики Башкортостан. То есть продовольственная безопасность полностью обеспечивается. Требуется развитие переработки. У нас достаточно много убирается сельскохозяйственного сырья и продукции. Мы не должны продавать сырье, мы должны продавать продукцию более высокого, так скажем, уровня. Обновление машино-тракторного парка теперь позволяет работать на полях не только быстрее, но и эффективнее. Внимание и поддержка со стороны главы Башкортостана и правительства региона позволило хозяйствам за 5 лет приобрести порядка 14,5 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования, а это почти 65 миллиардов рублей. Еще одна хорошая новость этой недели. Производство яйца в регионе оправилось от кризиса, вызванного вспышкой птичьего гриппа в 2023 году. Мой анализ показывает, что в текущем году, в 2026 году, мы полностью восстановили объемы производства яиц до вспышки птичьего гриппа. Более того, прогнозные значения по производству достигнут в этом году более миллиарда куриных яиц, и мы снова восстановим лидерские позиции по производству. По мнению экспертов, такая ситуация позволит нашей республике быть в тройке лидеров как в Приволжье, так и в целом по стране. Таким образом, Башкортостан выполняет цели национального проекта – технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Эмиль Басареев, Руслан Батыргареев, Шамиль Каримов. Итоги недели. Рыцари неба. На неделе свой профессиональный праздник отметили военнослужащие воздушно-космических сил. 114 лет назад в России создали первое боевое авиационное подразделение. Сейчас немало уроженцев Башкортостана продолжают службу в этом роде войск. Прикрывают с воздуха рубежи Родины и участвуют в боях, применяя истребители, штурмовики, ударные вертолеты для уничтожения противника на земле. О современных героях Отечества расскажет Даниил Байков. Свой парадный китель полковника ВВС в отставке Юрий Чернавин надевает в исключительных случаях. Интерес к авиации проявлял с детства. В 70-е годы стать летчиком или космонавтом мечтали многие юноши. Правда, не все выдерживали испытания. Профессия военнослужащего считалась в то время престижной. У нас вот есть классы, в котором я учился. Из класса мы 3 ребят поехали поступать. Я до конца дослужил, 1 парень отчислился. Сам Юрий Чернавин с отличием окончил Челябинское авиационное училище штурманов. У него более 1100 часов полетов на сверхзвуковом самолете Ту-22М и реактивном Ту-16. Вместе с семьей поменял немало гарнизонов. В конце 80-х годов отправили служить в Уфу. В общей сложности армии отдал 26 лет. Что-то одевал-то всего 1 раз на самом деле. То есть это вот только в момент награждения. Оригинал золотой звезды Героя России Денис Чернавин и хранит у отца, так как именно он воспитал в нем любовь к небу и авиации. В выборе армейской профессии Юрий Михайлович никогда не сомневался. Отнес его положительно к его выбору, так, поскольку он окончил школу с золотой медалью, и очень глубокие у него познания были, очень легко ему давалась учеба, все, и, конечно, у него мог бы он в любой области найти применение. Вместе с младшим братом Денис Чернавин рос в атмосфере патриотизма. Изначально мечтал стать десантником. За его плечами 343 прыжка с парашютом. Но в итоге выбрал авиацию. Начинал в Уфимском вертолетном училище, но после расформирования закончил учебное заведение в Сызрани. Как и школу, на красный диплом. Отцовская кожаная куртка, да, там шлемофон с его навигационными картами, с навигационными принадлежностями в детстве играли. Ощущение, когда ты поднимаешь в воздух многотонную машину, и она тебя слушается. Профессия военного летчика, она дает возможность расширить это до 3 плоскостей, пространства. Плюс это, наверное, то, что я даже, о чем я не мечтал, то, чего я не мог там предугадать, сколько всего
эта профессия позволит мне увидеть. При выполнении любой задачи важно не расслабляться, уверен офицер. Секрет успеха заключается в постоянном развитии. Соблюдение такого принципа от подчиненных требует Денис Чернавин. И это дает свои результаты. Только за один вылет в зоне СВО военные уничтожили сразу 5 единиц натовской техники, 2 танка «Леопард» и 3 боевые машины пехоты «Брэдли». Вместе с летчиками офицер осуществил сотни боевых вылетов на К-52. Уничтожили более 2000 боевиков, за что получил 3 ордена мужества, медаль за отвагу и звание Герой России. 190 единиц только подтвержденной техники, которая после просмотра видеоматериалов, после доразведки было утверждено, что уничтожили. Вот это заслуга моих ребят. Ну и, конечно же, экипаж, и, конечно же, ведомый, который тебя прикрывает. Это заслуга общая, работа общая. Свой вклад в победу вносят и бойцы войск беспилотных систем. Сейчас в Уфе активно набирают добровольцев в батальон имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гореева. Подразделение первое именное в стране с беспилотным профилем. Это спецконтракт 1 год. То есть военнослужащий 1 год служит и имеет право просто уходить домой. То есть за 1 год он может получить ветеранское удостоверение, государственную награду получит. Вот. И льгота после этого. Если он захочет служить дальше, это его право. Длительность обучения занимает 3 месяца. Рассматривают кандидатов в возрасте до 35 лет с отсутствием судимости и крепким здоровьем и наличием знаний в области IT-технологий. Нужна молодежь. Всем известно. Это ребята, которые с детства ходят с телефонами в руках, у которых моторика рук развита лучше, чем у старшего поколения. Сейчас мы добились такого результата, что наши операторы находятся на очень достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения с противником. И потери минимизированы, практически нету. Зависит все это в первую очередь от самого военнослужащего. Как он прошел подготовку, насколько он готов сам морально, как он обучился, как он взял все эти знания от инструкторов, которые ему там дали. Немаловажно готовить будущих воинов и морально. Современные ветераны активно встречаются с молодежью. Они напоминают юношам об ответственности за себя и свои поступки. Эти качества помогают смело смотреть в будущее, уверенно идти по жизни, в том числе понимать, за что воевать и кого защищать, как на земле, так и с воздуха. Скорейшей нам победы и мирного неба. Даниил Байков, Вахид Халимов. Итоги недели. А сейчас коротко о новостях, без которых картина недели была бы неполной, в дайджесте от Динары Таймасхановой. На неделе прошло рабочее совещание по реставрации памятника Салавату Юлаеву с участием представителей Российской академии художеств. Ее президент Василий Церетели отметил, что процесс реставрации идет в соответствии с планом. Сейчас проходят необходимые процедуры, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия. Также Василий Церетели сообщил, что скульптура вернется в сроки, обозначенные главой республики. Власти страны усилили защиту жилищных прав участников спецоперации. За бойцами и их родными полностью сохраняется право на служебное и социальное жилье, а также компенсации за аренду, при этом военнослужащие и их близкие освобождены от начисления пений по долгам за ЖКХ и капремонт. В случае гибели бойца его семья гарантированно сохраняет место в очереди на улучшение жилищных условий, а все обязательства по гражданским и военным ипотекам полностью гасятся государством, не переходя на наследников. Также на этой неделе в Уфе прошло первое заседание комиссии при главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции. В эпоху цифровых технологий и информационного шума факты и события могут быстро потеряться и даже забыться. И чтобы этого не произошло, нужно бережно по крупицам собирать историю, которая вершится на наших глазах, отметил глава республики.
Группа «Эйола» выступила на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Географической точки слияния всех меридианов коллектив отправился в составе 7-й международной арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний». Музыканты представили башкирский эпос «Урал-Батыр», ну а зрителями стали представители 22 стран, которые принимали участие в экспедиции. С 1 сентября в России семьи с 2 и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения документа о снижении доходов. Для этого достаточно подать в банк свидетельство о рождении ребенка или об его усыновлении. Заемщик может либо приостановить платежи по кредиту за жилье, либо уменьшить размер на определенный срок. Башкортостан вошел в десятку регионов России с самыми безопасными дорогами. По итогам первого полугодия число аварий с пострадавшими снизилось почти на четверть. А за 7 лет погибших в ДТП стало меньше более чем на треть. Это 175 сохраненных жизней. Такие результаты дает системная работа. По поручению главы республики Радия Хабирова вопрос безопасности дорог решается как комплексная управленческая задача. Республика продолжает оставаться центром спортивных событий. Здесь проходят соревнования спартакиады народов России. Это турнир, в котором участвуют сильнейшие атлеты страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с президентом Федерации гребного слалома страны Сергеем Папушем дали старт соревнования по гребному слалому. А олимпийские чемпионы и чемпионы страны продолжают выявлять победителей на фехтовальных дорожках в Уфе. Подробностями с турнира поделится моя коллега Юлия Паршина. Уже много лет башкирские раперисты – одни из сильнейших в стране. Сейчас в составе сборной региона выступают спортсмены, не раз поднимавшиеся на пьедестал почета крупнейших мировых стартов. Первые медали на спартакиаде народов России были завоеваны уже в личных соревнованиях. Третье место заняли Аделина Загидулина и Егор Баранников. Почему-то в какой-то момент у меня то недействительный фонарь я в руку колю, то промажу. И вот к концу боя как-то удалось собрать, потому что все-таки при родных трибунах не хотелось, вообще проигрывать-то не хотелось, а у меня все равно была надежда и желание победить, чуть-чуть не хватило. То, что у Башкортостана будет золото в командных соревнованиях в мужской рапире, стало понятно еще после полуфиналов. Обе наших сборных оказались сильнее соперников и дошли до решающего поединка. Обычно, когда такие встречи проходят, тренеры не сидят и просто наблюдают за боями. То есть у нас у всех была задача показать все свои лучшие бои. На прошлой спартакиаде команда «Башкортостан-1» завоевала серебром. Спустя 4 года повторила результат. На второй ступеньке пьедестала оказались Тимур Сафин, Егор Баранников, Искандер Булатов и Валерий Корнилов. А вот вторая сборная превзошла все ожидания. Владислав Журавлев, Ростислав Хамдамов, Амир Фахрединов и Давлат Хайрединов на пути к финалу одолели фаворитов турнира. А затем уже в бою за золото и первую сборную Башкортостана со счетом 45-38. Очень тяжелый путь мы прошли с самого начала, с первой встречи с Татарстаном 1. Мы еще боролись. Потом Питер. Тяжелая встреча. Отыгрывались. Возвращались в борьбу. Потом выиграли. Потом Самара. Что там говорить. Серебряный призер Олимпийских игр Бардачева. Их тоже обыграли. Ну и с нашими уже там как получится так. 50 на 50. Сегодня мы сильнее. Год назад этой второй команде юниорской я сказал: ребят, вы уже способны попадать в четверку и бороться за медали. У вас уже есть все предпосылки. И вот сегодня ребята это показали. Спартакиада народов России – одно из ключевых мероприятий, которые реализуют в рамках государственной программы «Спорт России». А еще это отборочный этап в национальную сборную. Башкортостан принимает соревнования по 6 видам спорта. В Уфе стартовал турнир по гребному слалому. Открыли состязания глава республики Радий Хабиров и президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш. Действительно, это важнейший этап. Федерации впоследствии, Министерство спорта и Олимпийский комитет будут определять, сами будут решать. Наша задача, конечно, сделать, чтобы здесь организованно прошли соревнования, чтобы была возможность проявить спортсменам самые свои лучшие качества, потому что, вы видите, российский спорт возвращается на международную арену, причем возвращается достаточно триумфально. Программа соревнований включает 5 категорий гребного слалома среди мужчин и женщин. Всего за награды будут бороться более 100 атлетов, представляющих 18 регионов страны.
У нас есть надежда на победу. Мы хотим выступить в командной гонке и попасть на пьедестал. Пусть победит сильнейший. И здесь же в Энорсе озеро Теплое стало местом проведения соревнований по плаванию на открытой воде. Еще пару дней назад эти спортсмены плыли в составе национальной сборной на чемпионате Европы в Париже. Но времени восстановить силы нет. В самом разгаре спартакиада народов России. И лучше всех к ней подготовились Александр Степанов, представляющий Московскую область, и Екатерина Сорокина из Пермского края. Я думал, удастся уплыть, но 2 круга нет. Один я полидировал, посмотрел, что никто даже на метр не отстал. Я понял, что дела пойдут тяжело. Всегда хочется золота, конечно. Хотелось выиграть. Мы пару дней назад приехали с чемпионата Европы, что этот старт как-то как завершение. Не завершение, как шлифовка. Уверенно выступают башкирские спортсмены на спартакиаде в других регионах. Золото в копилку сборной республики принес боксер Бекхан Исраилов. Бронза у Ивана Тихонова. Еще одно золото завоевали бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова. Соревнования продолжаются. Впереди выступления саблистов и гребцов. Завершатся состязания в этих видах программ 18 августа. Юлия Паршина, Полина Затолокина, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафудинова, в которой он подведет итоги недели и расскажет о ключевых событиях через призму своего мировосприятия. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите БСТ и не переключайтесь. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Массированные атаки дронов на Башкирию стали регулярными, объявление беспилотной угрозы – обыденностью. Понятно, что главная цель – башкирский нефтеперерабатывающий комплекс, который снабжает и военную, и мирную экономику страны. В республике выстроена и идет боевая работа по отражению этих ожесточенных атак, которые стирают грань между фронтом и глубоким тылом. Война оказалась намного ближе, чем кому-то могло казаться. С другой стороны, это очень зримое доказательство для тех, кто предпочитал делать вид, что происходящее вокруг его не касается. Касается, да еще как. Не должно быть иллюзии, что сегодня можно переключиться на другие вещи. За нас это никто не сделает. Нет сегодня важнее задачи, чем достижение победы. Ни для тех, кто на фронте, ни для тех, кто в тылу. Так устроена жизнь, друзья. Человек ко всему привыкает. Норма – понятие растяжимое. И на 5-м году специальной военной операции чрезвычайные обстоятельства во многом становятся привычкой. Это неплохо и нехорошо, это и есть жизнь. Сначала каждая весточка с фронта бьет по нерву. Каждый гуманитарный конвой – это событие. Каждое прощание – как ножом по сердцу. Мы и сами не заметили, как война постепенно стала частью привычного информационного фона. Это как боль потери. Да, она притупляется, но уже никогда не расстанется с тобой. И об этой глубокой истории привыкания к войне тоже говорили на встрече Хабирова с руководителями ведущих СМИ региона, состоявшейся на этой неделе. Как сохранить волю и силы на длинной дистанции? В ответе главы региона, как настоящего лидера, простой рецепт. Для достижения главной цели надо сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное и суетное, четко планировать и рассчитывать свои возможности. И, наверное, ключевое слово здесь – баланс. Для того, чтобы нам всем сохранять равновесие, нужно соблюдать баланс. Это был серьезный мужской разговор о самых острых вопросах текущего сложного момента. Хабиров не просто констатировал принятые решения, а объяснял их смысл и логику. На наши вопросы он отвечал по своему обыкновению максимально откровенно, от сложных и даже неприятных тем не увиливал, называл вещи своими именами, пустых обещаний и красивых прогнозов не давал. Все четко, по полочкам, уверенно и спокойно. Запретных тем не было. Разговор шел и про топливо, и про меры защиты от атак беспилотников, и про дефицит бюджета, и про наше участие в СВО, про наших ребят за ленточкой и именные батальоны, про выборы в Госдуму и зачем премьеру Назарову депутатский мандат. Выполнит ли республика свои социальные обязательства перед населением? Хватит ли денег на кампус или ремонт цирка? Какие проекты придется отложить в долгий ящик, а какие нет? Все это уже разошлось на цитаты.
Для меня лично очень важным прозвучал четкий ответ на мой вопрос. Как пройти между Сциллой и Харибдой в военной и мирной экономике? Нет нужды, подчеркнул Хабиров, приносить в жертву милитаризации все народное хозяйство и превращать гражданское общество в военный лагерь. В сухом остатке давайте будем каждый заниматься своим делом, честно и ответственно. Бойцы на фронте при полной нашей поддержке выполнять боевые задачи. Труженики в тылу тащить на себе экономику. Мамы растить детей. Студенты и школьники учиться. А власть нести ответственность за все. В этом и заключается принцип «все для победы». И все для победы. До свидания, дорогие друзья. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.